Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пиров. Уважаемые телезрители, представляем вашему вниманию обращение Барк и Тоджик к народу страны. Дорогие соотечественники, в нашей стране основным источником выработки электроэнергии является речная вода. При этом накопление воды в водохранилищах начинается весной и заканчивается летом. Речной сток и связанные с ним запасы воды в водохранилищах напрямую связаны с изменением климата, погодными условиями и другими природными факторами. И очень сложно предсказать состояние и уровень воды в реках. Как мы уже сообщали вам, из-за вышеупомянутых факторов, то есть сокращения водных ресурсов в верховьях бассейна реки Вахш в прошлом году, план по обеспечению электричеством стал проблематичным. В связи с этим еще 28 июля 2020 года правительство Республики Таджикистан в обращении к народу Таджикистана призвало народ страны к одному из основных путей решения проблемы – энергосбережению. В то же время правительство Республики Таджикистан и Барк и Тоджик предприняли ряд неотложных мер по обеспечению потребностей населения и народного хозяйства в электроэнергии. Поставка электроэнергии в соседние страны по предварительным соглашениям была досрочно прекращена. В связи с сильными морозами в начале зимнего сезона и долгосрочным прогнозом заморозков в этом году существует риск нехватки воды в водохранилище Нурекской ГЭС до конца зимы. В настоящее время уровень воды в Нурекском водохранилище на 4 метра ниже, чем за аналогичный период прошлого года. За годы независимости в Таджикистане были построены новые энергетические мощности и обновлен ряд существующих электростанций. Но при этом спрос на электроэнергию в стране из года в год растет. Уважаемые соотечественники, в настоящее время возникла серьезная ситуация. Есть вероятность, что водные ресурсы будут недостаточны до весны. Поэтому на какое-то время необходимо будет ограничить подачу электроэнергии в районах, где нет многоэтажек. Ограничения будут введены с 5 января 2021 года, преимущественно в ночное время, и продлятся с 23:00 до 6:00 часов. Полагаем, что наши уважаемые соотечественники понимают, что эта мера необходима. Цель – не допустить полного истощения водных ресурсов, а в случае наступления более теплых месяцев повышение уровня воды в реке Вахш и водоснабжения Нурекского водохранилища ограничение будет снято. Дорогие соотечественники, в этой ситуации мы просим всех граждан экономно расходовать электроэнергию на работе и в своих домах и вносить свой вклад в дальнейшее электроснабжение страны. Предприятие Барк и Тоджик. Далее. Город Душанбе в 2021 году объявлен культурной столицей Содружества независимых государств. Организация экономического сотрудничества рекомендовала столицу Таджикистана для посещения туристов, а российская компания «Турстат» включила Душанбе в список самых безопасных городов СНГ. В нашей стране особое внимание уделяется развитию сферы туризма. Также были предприняты фундаментальные меры в этом направлении. С этой целью в стране 2018 год был объявлен годом развития туризма и народных ремесел, 2019-2021 годы – годами развития села, туризма и народных ремесел. В рамках проводимой правительством Республики Таджикистан политики по развитию сферы туризма в столице при поддержке председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Мумали, были предприняты значительные шаги, которые создали благоприятную основу для развития отрасли. План мероприятий по реализации стратегии развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года способствует развитию различных аспектов сферы туризма, созданию и оптимизации современной инфраструктуры отрасли, возрождению народных ремесел, привлечению молодежи к профессии, представлению туристических возможностей и привлечению гостей из-за рубежа. В настоящее время в столице функционирует международный аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал, 37 гостиниц и 57 ресторанов, 4 национальных чайханы, 32 развлекательных центра, 25 рынков, 91 торговый центр, 26 магазинов по реализации сувениров, 17 парков культуры и отдыха, зоопарк, 14 скверов, 5 водоемов для отдыха, 204 салона красоты и 201 парикмахерская, 4 дворца культуры, 7 профессиональных театров, 10 музеев, 16 библиотек, 6 амфитеатров, 23 исторических, монументальных и архитектурных памятника,
109 туристических компаний, фонтаны в 37 уголках столицы, 1 дворец тенниса и спортивный комплекс, водно-спортивный комплекс, дворцы Навруз, Борбат, Вахдат, Суруш, 306 лечебно-профилактических учреждений, которые ежедневно обслуживают сотни отечественных и зарубежных гостей согласно их потребностям. Высочайший в мире флагшток высотой 165 метров был установлен именно в городе Душанбе и занесен в Книгу рекордов Гиннесса, площадь возле которой стала одним из излюбленных мест отдыха и туризма жителей и гостей столицы. Также в столице расположен дворец Навруз, который является высшим образцом современного градостроительства и является олицетворением особого стиля национальной архитектуры. Элементы его декоративной культуры отражают более чем 6000-летнюю историю культуры и цивилизации таджикского народа, и дворец признан современным туристическим чудом. За этот период с целью приведения туристических объектов столицы в соответствие с международными стандартами были отремонтированы, реконструированы и сданы в эксплуатацию 4 автомобильных и железнодорожных моста, 2 трехуровневые эстакады, 2 двухуровневые эстакады и 127 новых остановок. Также 2750 единиц пассажирского транспорта таксомоторных предприятий были приведены к единому, принятому внешнему виду, а 310 зданий и сооружений были обеспечены внешним освещением. В последние годы по инициативе городских властей принят ряд новых мер по благоустройству объектов культуры и отдыха, а также по созданию благоприятных условий для жителей и гостей столицы. За это время в столице создано 5 новых парков – Алишер-Наваи, Куруши-Кабир, Джавонон, Ахмади-Дуниш и Восе. Полностью реконструированы 6 парков – Садридин-Айни, Молодежное озеро, Абулькасима-Фирдавси, Детский парк и Александра Мироненко. Зумрат Файдиева, Дельшоди Хушвах. Новости. Без воды немыслимо существование всех живых организмов. Она с древности считалась первоисточником жизни. Почитание воды известно с самых древних времен. Наши предки учили своих потомков правильному отношению к воде. Ведь в процессе своей жизнедеятельности человек потребляет огромное количество воды. О радости, которая приходит в дом, в который провели водопровод, наш следующий репортаж. В селениях Гулобот и Дусти Джамуата Лолазор Дангаринского района проживает 1496 человек в 236 домохозяйствах. В связи с отсутствием водопроводной линии население испытывало трудности с обеспечением питьевой водой. При финансовой поддержке филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан с активным участием местных жителей и общества с ограниченной ответственностью Оби Хайот была проведена водопроводная линия полиэтиленовыми трубами разного диаметра. Установлена емкость объемом 25 кубических метров, центробежный насос и уличные колонки. Источником эффективного обеспечения водой послужил Дангаринский магистральный канал ВД-1. На днях также была сдана в эксплуатацию линия водопровода Кишлаке-Хурамзамин, где проживают 730 человек в 125 домохозяйствах. Для местного населения большой проблемой было отсутствие питьевой воды. Сейчас здесь провели линию водовода полиэтиленовыми трубами разного диаметра, установили металлическую емкость на 20 тонн, центробежный насос и уличные колонки. Естественным источником послужил Дангаринский канал ВД-3. Данный проект был реализован при финансовой поддержке филиала Исполнительного комитета спасения Арала в Республике Таджикистан, а также открытого акционерного общества Обуди Дангара и жителей селения. Реализация данного проекта улучшила условия жизни населения и положительно скажется на санитарно-гигиеническом состоянии. С начала рабочей недели в Таджикистане установилась холодная погода, какой не было уже несколько лет. По сообщению синоптиков, в стране на этой неделе в горных районах страны температура понизится до 22 градусов мороза. Местами столбик термометра будет падать до минус 50. Все эти дни в стране сохраняются иневые явления и туман. В период с 8 по 9 января в связи с ясной погодой в большинстве горных районов в ночное время будет 10-15 градусов мороза, местами до 17-22 градусов мороза. На Восточном Памире 25-30 градусов мороза, а местами до 33-38 градусов мороза соответственно. В районе Булункуля
до 48-50 градусов мороза. По данным гидрометцентра, в Центральноазиатском районе установился холодный антициклон, центр которого располагается над районами Сибири. Высокое поле давления будет обуславливаться аномально холодной погодой. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.